эфире «Итоги дня», в студии Кристина Якупова. Здравствуйте. Никто не забыт, ничто не забыто. Ровно 80 лет тому назад началась Великая Отечественная война. Якутяне почтили память великих воинов. В регионе продолжается борьба с лесными пожарами. Их площадь увеличилась более чем на 9 тысяч гектаров за сутки. В республике готовят кадры к открытию нового онкологического центра, который возводится в рамках национального проекта здравоохранения. Сегодня для якутских врачей мастер-класс провел один из ведущих онкологов страны. В республике идет активная подготовка к играм Манчары. Сегодня презентовали сайт. Большинство спортсменов прошли вакцинацию от COVID-19. Россия возобновляет полноценное авиасообщение с Турцией. Какие требования теперь имеются к туристам? Сегодня в России День памяти и скорби. Ровно 80 лет назад началась Великая Отечественная война. Глава Якутии Сэн Николаев в своем инстаграм отметил, что 22 июня 1941 года – одна из самых трагических дат в истории человечества. Он подчеркнул, что сохранение и передача из поколения в поколение священной памяти о великом подвиге нашего народа является святой обязанностью. Якутская ССР, находясь в глубоком тылу, внесла свой достойный вклад в дело победы. На борьбу с гитлеровскими захватчиками в годы войны было призвано более 62 тысяч человек, то есть каждый седьмой житель республики. Из них не вернулись на родную землю и пали на полях сражений более 26 тысяч воинов, включая пропавших без вести. 24 якутянина были удостоены высокого звания Героя Советского Союза, 5 стали полными кавалерами Ордена Славы. В Якутске состоялось награждение активистов, участвовавших в установке памятной плиты воинам-якутянам, сражавшимся за освобождение Крымского полуострова во время Великой Отечественной войны. Благодарственные письма за помощь вручены директору среднеобразовательной школы номер 15 Светлане Горбатюк и директору предприятия «Горсвет» Максиму Машкову. С героическим Крымом у якутян особые отношения. Напомним, там есть улица Якутская, названная в честь якутского пехотного полка, сформированного их из казаков в 1854-55 годы. Я думаю, что это хороший пример той позиции, патриотической позиции, которые украшают и которые отличают эти коллективы, их руководителей. Это хороший пример того, как надо относиться и беречь историческую память, потому что историческая память народа – это есть главная основа и фундамент нашего будущего, нашего успешного будущего, свободного будущего. Память поколения победителей жители Алданского района почтили накануне. В Алдане члены молодежных организаций зажгли сотни свечей, а в поселке Ленинском прошел торжественный митинг. К подросткам присоединились и наши корреспонденты. Вечером, в канун дня, разделившего 80 лет назад жизнь на до и после, у подножия обелиска Победы зажглись сотни свечей в память о тех, кто возложил собственную жизнь на алтарь мира и благополучия потомков. В честь павших воинов склонены головы в минуте молчания. К всероссийской духовно-патриотической акции «Свеча Победы» присоединились молодежные объединения Алдана. Юндармейцы, также у нас молодая Якутия, волонтеры Победы. Да, значит, очень много ребят. Мы зажгли свечи. Вот здесь сзади меня узор, повторяющий наш обелиск. Снизу у нас на нижней площадке Алдан помнит. 80 лет назад догорал последний мирный вечер июня, а спустя несколько часов воздух разорвал первый грохот снарядов. Накануне одной из самых скорбных дат торжественный митинг в честь поколения победителей состоялся в Парке Победы поселка Ленинский. 22 июня – это та дата, которую нужно вспоминать каждый год, чтобы наше молодое поколение помнило, что именно в этот день наши деды, прадеды, у кого-то отцы встали на защиту нашей Родины. Ввиду сложной эпидемиологической ситуации акции памяти не стали многочисленными. Между тем, на митинге, инициированном бойцами отряда юнармии, присутствовали жители как Ленинского, так и Алдана. В память павших зажжены свечи, торжественные речи переплелись со стихотворениями и песнями военных лет. После минуты молчания в честь победителей был дан залп. К подножию памятника участники возложили цветы.
Говорю, родилась в 1942 году 29 июня, а война началась 22 июня. Вот. Видите как? Так что мы дети войны. Из Алданского района на передовую отправились почти 12 тысяч человек. Большинство из них не вернулись домой. Война коснулась каждой семьи. Долг ныне живущих – не оставить в забвении ни одного погибшего солдата. В стороне никто не смог остаться, пришли жители. Мероприятия провели, несмотря на то, что пошел даже дождь. Дождь никого не напугал, все остались. В той войне советскому народу пришлось заплатить огромную цену. 22 июня – глубоко личная дата для миллионов современников. Потомки фронтовиков сохраняют в памяти рассказы родных, воевавших за мир на передовой и ковавших победу в тылу. Татьяна Вахнина, Георгий Баранов, Алдан. За сутки количество пожаров в регионе увеличилось на 11 очагов. Площадь их увеличилась более чем на 9 тысяч гектаров. На территории республики действует 51 природный пожар. За сутки ликвидировано 5. На тушение привлекалось 1531 человек и 160 единиц техники. В Сунтарском районе применялась авиация МЧС России. За сутки произведено 36 сбросов и слито 270 тонн воды. На особом контроле находятся 6 приближенных природных пожаров у населенных пунктов Нюрбачан, Нижний Бестях, Арангастах, Мар, Ударник и Белькачи. Особый противопожарный режим ввели на территории Усть-Алданского района сегодня из-за резкого увеличения количества лесных пожаров. А недалеко от села Буор-Сысы Мумского района находится под угрозой линия электропередачи. Сообщается, что огонь повредил несколько опор. Для проведения восстановительных работ на место направлены ремонтные бригады энергетиков. На данный момент жилые дома и социальные объекты села обеспечены электроэнергией в полном объеме. Отмечается, что огонь удаляется от населенного пункта, однако угроза для линии сохраняется. В случае ухудшения ситуации в селе имеется резервный источник электроснабжения. Режим чрезвычайной ситуации объявлен в Аймиконском районе в связи с пожароопасной ситуацией. Там зарегистрировано 8 термоточек. Крупный очаг находится в 9 километрах от райцентра. Горит лес на площади более 1900 гектаров. Предположительная причина возникновения пожара – короткое замыкание линий электропередач. Проводится мобилизация населения. Очаг пожара сильно большой стал. Без срочного пала не обойтись. Сил и средств на данный момент пока хватает. Режим ЧС объявлен в районе. Сегодня с Якутска выехала машина с 20 десантниками главного учреждения Якутского спецресурса. Закон о бесплатной газификации вступает в силу с сегодняшнего дня в стране. Поручение о его разработке президент Владимир Путин дал в мае прошлого года, в период пика экономического кризиса, связанного с коронавирусом. Проработка параметров закона, а также согласование заняли длительное время. И, как сообщил замминистра энергетики Павел Сорокин, полноценно механизм заработает лишь со следующего года. Отсрочка связана с тем, что до 1 ноября будут приняты необходимые нормативные документы, обеспечивающие функционирование закона, и определены ответственные за его исполнение. Отныне якутские онкологи будут проводить малоинвазивные операции при опухоли желудка и поджелудочной железы. Сегодня для якутских врачей мастер-класс провел ведущий онколог страны, директор Московского клинического научно-практического центра имени Логинова, профессор Игорь Ходьков. Подробнее в материале нашего корреспондента Дмитрия Тымырова. На операционном столе пациенту, у которого рак поджелудочной железы. Если до сегодняшнего дня в Якутии подобное хирургическое вмешательство делали в открытом виде, то с сегодняшнего дня такую операцию будут делать лапароскопически. Малоинвазивные операции, они уже давно доказали свою лучшую, для пациентов лучшую переносимость, и пациенты быстрее восстанавливаются. Соответственно, в онкологии есть сложности определенные, потому что технически онкологическое вмешательство исполнить сложнее, все-таки используем малоинвазивные вмешательства. Но на сегодняшний день по многим локализациям техника стандартизована и понятно абсолютно, как это делать, и нужно просто этому научиться.
Это значит, сейчас для того, чтобы удалить опухоль, не обязательно резать человека. Просто с помощью трубочек и специальной техники можно проводить операцию. В структуре заболеваемости злокачественными опухолями в Республике Саха-Якутия на первом месте стоит рак легкого, рак молочной железы на втором месте, рак желудка на третьем месте. Но проблема рака поджелудочной железы, она очень глобальная, серьезная во всем мире. Это одно из самых агрессивных опухолей в человеческом организме. Поэтому эти операции, конечно, необходимы. Эта локализация очень сложная, не всегда оперируется. К сожалению, эта патология выявляется уже далеко не операбельных стадиях, но сегодня у нас есть пациентка, которая проведут эту операцию. По словам приглашенного гостя, профессора-онколога, такие операции будут доступны в самых отдаленных регионах страны. Это стало возможным благодаря развитию цифровой медицины. Но обычно такие мастер-классы устраиваются с трансляцией для профессионалов из различных регионов. В сегодняшний день, насколько я знаю, также у нас существует даже портал специальный, профессиональный, где вот такие мастер-классы проводятся, и что, собственно, позволяет сократить вот эти вот переезды и сложности, и напрямую общаться с людьми, имеющими наибольший опыт выполнения тех или иных вмешательств. Отметим, что это не первый мастер-класс для якутских онкологов. С начала этого года врачи-онкологи прошли уже несколько обучающих семинаров по повышению квалификации. Все это делается в рамках подготовки кадров к открытию нового онкологического центра, который сегодня возводится в рамках национального проекта здравоохранения и будет запущен в работу к 2022 году. Дмитрий Тымыров, Семен Семенов, Якутск. За минувшие сутки в республике зарегистрировали 92 заболевших коронавирусом. Об этом в ходе брифинга сообщила замруководителя оперштаба региона Ольга Балабкина. Так, в Якутске 57 инфицированных, еще по 4 случая зарегистрировали в Мегино-Кангаласском, Нерюнгринском, Вилюйском районах, по 3 в Алданском, Амгинском, Татинском, Усть-Алданском, Чурапчинском и Эвено-Бытантайском. Также по 2 человека заболели в Намском и Сунтарском районах. Единичный случай зарегистрирован в Хангаласском районе. Полный курс вакцинации в Якутии прошел 155 971 человек, в том числе 35 876 лиц старше 60 лет. Использовано более 90% от общего объема вакцины, поступившей в республику. Управлением Роспотребнадзора по республике Саха-Якутия были установлены сроки проведения вакцинации на территории республики относительно неограниченного количества предприятий, действующих на территории, среди которых определены сроки этой вакцинации. Для ряда предприятий, для города Якутска и Мегино-Кангаласского улуса, соответственно, такой срок являлся 1 июня, а соответственно для предприятий и организаций в других районах республики являлось 1 июля. В связи с чем на решением оперативного штаба принято решение уже о начале проверок в части соблюдения работодателями требований, необходимых для вакцинирования работников на территории республики. Кроме того, исходя из обращения главы Республики Саха-Якутия, на этой неделе будет объявлен порядок, соответственно, поощрения тех граждан республики, которые пройдут вакцинирование. Необходимо обратить внимание, что поощряться будут и те, кто, соответственно, проходит вакцинирование впервые, и те, кто непосредственно начал вакцинацию в начале января, как только она была объявлена, и возможность всеобщей 2021 года. До игр Манчары в Горном Улусе остались считанные дни. С 6 июля начнется самое крупное спортивное мероприятие этого лета, к которому допускаются только вакцинированные спортсмены. Сейчас большинство участников получили вакцины против коронавируса. Их количество составляет около 64%. Остальные 20% атлетов являются несовершеннолетними. Допустят их только по итогам анализов.
Также утвержден санитарный протокол, согласно которому и проведут спартакиаду. В стороне от вакцинации не остались и девушки-масс-рестлеры. Наша съемочная бригада сегодня побывала на их тренировке. Спортсменки начали интенсивную подготовку с января этого года. В день они занимаются более 2 часов, где выполняют разного вида силовые тренировки на стадионе «Юность» города Якутска. Все девушки привиты и с волнением ждут спартакиаду. Занимаюсь спортом уже 4-й год. Я в этом году выполнила мастера спорта России. Да, волнение у меня есть. Спорт – это моя жизнь, моя семья спортивная. Мы с ранних лет занимаемся спортом. Мой отец мастер спорта по масс-рестлингу, Дмитриев Федор Николаевич. Мои братья тоже мастера спорта. Вот мы втроем будем участвовать в играх Манчары. Тем временем 40 спортивных команд аккредитованы к играм Манчары. Из Горного Улуса представлено 2 команды. Процесс аккредитации еще не завершился, он продолжится до конца этого месяца. Условия таковы. Представитель Улуса составляет список спортсменов, регистрируется, получает логин, пароль к сайту и вносит данные в интерфейс. После оформления всех участников каждому выдают официальный бейдж с фотографией. В этом году аккредитация впервые идет на электронном сайте, что очень удобно и безопасно в связи с нынешней эпидситуацией. Сейчас через сайт более нам удобнее, потому что мы работаем через сайт, но самое главное, чтобы сайт нормально работал. Из-за этого зависит наша работа. Что быстрее, если сайт зависает, то наша работа тоже замедляется. А до этого мы работали не через сайт, но нам отправляли через электронную почту списки и фотографии. Но сейчас они сами регистрируются. Перейдем к другим темам. Сыр местного производства поступил в продажу в Ленском районе Якутии. Его вкусовые качества уже успели оценить многие ленчане. Подробности в сюжете Светланы Болеевой. Сыр ленский, мягкий, свежий и очень вкусный, с утра уже на прилавке фирменного магазина. Его стоимость за килограмм немногим более 450 рублей. Распасован сыр небольшими головками по 370 грамм. Срок годности 10 дней. Сегодня этот продукт самый востребованный в магазине. Сыр очень вкусный, пользуется спросом. У нас буквально его только привезли, через 1,5 часа сыра нет. 15 килограмм распродается буквально за 1,5 часа. То есть люди, как говорится, один попробовал, второй попробовал. И все, разрекламировали. Теперь у нас за сыром очередь. В общем, до обеда сыр на прилавке магазина не залеживается. Ленчане покупают его по нескольку головок сразу. Если честно, я беру только первый раз. Наслышана, вот успела, прибежала. И мама заказала попробовать. Поэтому взяли на пробу. Ну, раз хвалят, значит вкусно. Сыр первый раз попробуем, потом будем пользоваться, питаться, переходить на более экологичные продукты, скажем так. Сыр начал выпускать новый молочный цех сывоварни предприятия «Батамайское», который открыт был несколько месяцев назад. Цех оснастили новым современным оборудованием, что и позволило расширить перечень выпускаемой продукции и улучшить ее качество. Качество молока улучшилось в разы за счет мощного оборудования, мощного пастеризатора. Самый главный, я считаю, агрегат на молочной линии – это пастеризатор. В сутки предприятие выпускает 700 литров молока и 100 килограмм различной кисломолочной продукции, а также 16 килограмм сыра. Ежедневно из 100 литров молока вырабатываем. Кроме этого, в выходные дни вырабатываем по 2 варки сыра полутвердого, потому что в выходные дни реализация молока меньше. В воскресенье не поставляем в магазин, поэтому стараемся сырье использовать на производство других видов продукции, чем выработать масло. Масло, конечно, объемы немножко уменьшились производства, поэтому надеемся, что качество оценят потребители. Сывоварение для предприятия направление новое. Пока Батамайское выпускает только сыр мягкий. Процесс его изготовления занимает сутки. А в середине июля ленчане смогут попробовать сыр полутвердый, голландский, который сегодня находится на вызревании. Варится в течение 6 часов, потом поступает в рассол. Через сутки поступает в сырную камеру. Мы каждую головку красим пищевой краской, дышащей, чтобы наш сыр блестел, был таким солнечным, можно сказать.
каждый день переворачиваем наши сыры. В течение 45 суток у нас тут стоят. Помимо сыра на прилавке магазина появятся и поменявшие свои вкусовые качества и упаковку молочной продукции. Это молоко, сливки, сметана, кефир, йогурты. Кстати, линейка вкусов этого продукта увеличилась вдвое. В ближайшее время в магазины поступит снежок и ряженка. Улучшилась упаковка. Перешли мы на тетрапак, экологичную упаковку. Да она и не то экологичная, это одно, и второй плюс, дешевле получается себестоимость изготовления продукции. Молочная продукция предприятия уже давно зарекомендовала себя на местном рынке. Сыр тоже пришелся по вкусу линчанам. Поэтому многие покупатели оставляют лишь одно пожелание предприятию – выпускать больше полюбившегося сыра, чтобы его хватило всем желающим. Светлана Балеева, Виталий Андреев, Ленск. Пляж города Якутска загрязнен органическими веществами. Об этом свидетельствуют лабораторные исследования. На сегодня предприятие «Городские бани», которое будет обеспечивать работу пляжа в этом году, еще не получило разрешения на его открытие. Также лабораторный мониторинг проводится из 11 водоемов. Не соответствуют нормам по микробиологическим показателям купания в районе Ботанического сада в озере Этык-Кюэль, озере Сергелях по Сергеляхскому шоссе в районе детского лагеря «Родничок». Из городского пляжа были повторно отобраны пробы воды. Результаты исследований станут известны в течение текущей недели. Кроме того, власти города ожидают рекомендаций Роспотребнадзора по проведению мероприятий для профилактики коронавируса. Россия с сегодняшнего дня возобновляет пассажирское авиасообщение с турецкими курортами. Решение принято из-за улучшения ситуации с COVID-19 в Турции и на фоне переполненности черноморских курортов России. Региональные турфирмы уже начали открывать продажу туров в этом направлении. Много ли желающих и какие основные требования для россиян выдвигает Турция, в материале Ульяны Шагиной. Супруги Постниковы еще с прошлого года мечтают провести свой долгожданный отпуск на золотых пляжах Турции. Пандемия, конечно, внесла свои коррективы в семейные планы, но границы открылись, а это значит, мечте суждено сбыться. Ну вот, с детьми, наконец-то, в Турции собираемся. Билет на какое число купили уже путевки? Ну вот, договариваемся сейчас, как получится. Ну, в середине где-то июля. Пока из России можно полететь в 4 туристических города Турции. Это в Стамбул, Анталию, Бодрум и Даламан. Якутские турфирмы отмечают, что желающих очень много, но в приоритете, конечно же, туристы с депонированными путевками, которые купили их еще в прошлом году, но из-за ковида так и не смогли ими воспользоваться. Туристы, которые с прошлого года депонированы, они, получается, просто у них тур по старому курсу, по старой цене переносится на этот год, на те же самые даты, в тот же самый отель. Поэтому они ничего не доплачивают. Первые туристы уже когда полетят у вас? Именно от нашей фирмы уже с 1 июля вылетают в Турцию. Напомним, границы с Россией были закрыты еще в середине апреля, когда в Турции фиксировался пик заболеваний ковидом свыше 63 тысяч заболевших за сутки. На сегодняшний день эпидобстановка стабилизировалась, так что турецкая сторона с нетерпением ждет россиян. Здесь никакой паники нет, все очень спокойно, все готовы к встрече туристов. Отели прошли всю сертификацию, закрыты еще бары, рестораны, торговые центры, магазины. Но туристов это не распространяется, повторюсь, можно ходить, гулять везде спокойно. И с 1 июля уже снимаются абсолютно все ограничения. Конечно же, без выполнения определенных условий в Турцию не попасть. Они прежде всего связаны с требованиями по недопущению инфекции в страну. Необходимо предъявить документы, то есть сертификаты о перенесенном заболевании в течение последних 6 месяцев, либо же сертификат о наличии вакцинации. Если этих документов нет, то все лица старше 6 лет должны предоставить отрицательный ПЦР, либо же экспресс-тест на антитела, сделанный не менее чем за 48 часов до въезда в страну. Кстати, риски по ковид теперь включены в страховки для туристов, вследствие чего по сравнению с 2018 и 2019 годами стоимость путевок увеличилась на 10-20%, отмечают в турагентствах. Так, средняя цена только за недельный отдых в Турции, не включая перелет, будет составлять от 40 тысяч рублей на одного отдыхающего. Ульяна Шагина, Александр Нестеров, Якутск.
В Якутске завершился второй этап 5-й спартакиады молодежи России по шахматам. По регламенту к участию в финале допускаются спортивные сборные команды субъектов Российской Федерации, занявшие первые и вторые места на втором этапе спартакиады в каждом федеральном округе. Сегодня юные спортсмены из Якутии и Приморского края разыграли между собой путевки на всероссийский финал. Только что стало известно, команда Якутии достойно одержала победу. Сборную представляли 4 спортсмена. Финальные соревнования спартакиады молодежи России по шахматам пройдут с 1 по 8 августа в Уфе. Это достаточно уникальное событие. Обычно мы всегда ездили на выезд обычно в Хабаровск. Ну и достаточно успешно на самом деле играли всегда боролись за призовые места, иногда побеждали. Ну и надо сказать, что мы и на финальном этапе Республика Саха-Якутия достойно представляла республику. И значит, вот эта спартакиада, она же является такой комплексной, то есть вид спорта шахматы с остальными видами спорта приносит определенные баллы, потом все суммируется. И вот, насколько я помню, мы всегда приносили, ну не то чтобы всегда, да, но иногда удавалось принести достаточно большое количество баллов, даже, скажем, ну, больше, чем борцы. Да? Поэтому, в принципе, у шахматистов тоже есть хорошие достижения. На этом вся информация. Наши корреспонденты продолжат следить за развитием событий в республике и за ее пределами. Оставайтесь с нами. До встречи в эфире.